Этот старинный особняк в Якутске собирались когда-то снести. Реставраторы говорили, что браться за его восстановление просто бессмысленно. Фундамент был разрушен настолько сильно, что обновленные стены не смогли бы устоять на нем долго. Поэтому планировалось возвести точную копию дома, где до 1917 года размещалось Якутское уездное казначейство. Однако мнение иностранных специалистов было другое. Предложенная ими необычная технология реставрации спасла здание, и теперь в пережившем второе рождение старинном особняке хранятся бесценные сокровища галереи зарубежного искусства имени профессора Михаила Федоровича Габышева. Здравствуйте, уважаемые посетители! Мы рады приветствовать вас в стенах нашей галереи. Наша галерея носит имя выдающегося человека, мецената, коллекционера, профессора Михаила Федоровича Габышева. В данном зале вы можете ознакомиться с его личной коллекцией, которая была передана в дар нашей республике. В его коллекции было свыше 250 живописных полотен, а также графических листов. Эта коллекция имеет богатейшую историю, за которой стоит судьба человека. Михаил Федорович очень любил и отца, но он умер в 1926 году, а мать вообще обожал. Драгоценная, дорогая, бесценная мама. И мама его тоже очень любила. Родители Михаила не могли нарадоваться на сына. Он рос очень серьезным, вдумчивым мальчиком, хорошо окончил Мальжигарскую церковно-приходскую школу, а также высшую 4-классную школу Алекминска. Михаил с детства был увлекающимся ребенком. Собирал марки, растения, жучков и бабочек. Кроме этого, у мальчика прослеживались способности к рисованию, что в будущем и привело его к коллекционированию картин. А любовь к изобразительному искусству привил его школьный учитель Аким Дмитриевич Аркуша. Очень хорошо вспоминал и Акима Дмитриевича Аркушу. Это преподаватель рисования и черчения. Он ввел его в мир искусства с тех времен. Окончив сельскохозяйственное училище, а затем и Якутское реальное училище, Михаил Габышев зарабатывал средства на жизнь частными уроками и другими случайными заработками. В эти же годы он знакомится с нелегальной литературой и сближается с большевиками-подпольщиками. С установлением советской власти в Якутске Михаил поддерживает связь с местными большевиками и в марте 1920 года вступает в ряды Российской коммунистической партии большевиков. В июле этого же года якутская парторганизация командирует его в Москву для учебы в Коммунистическом университете имени Свердлова. В 1921 году Габышев оказывается в числе приглашенных на пленум Моссовета, проходивший в Большом театре. Там он увидел Владимира Ильича Ленина, который говорил о международном положении страны, об умении расчетливо хозяйствовать, о необходимости улучшения продовольственного дела. В тот же день молодой Габышев дает себе клятву сделать все возможное, чтобы люди не знали беспокойства о хлебе насущном. Он занимал ответственные должности, тут и кооперацией занимался. И в 1927 году разработал проект. Первое научное учреждение – это опытные станции, это под Покровском. В нашем городе это одно из самых старинных зданий. Это было здание казначейства. В 1900
80-х годах здесь был музей, затем это здание было в плохом состоянии, его реставрировали, и в 2007 году здесь открылась галерея имени Михаила Федоровича Габышева. Михаил Федорович Габышев был ученый, экономист, но у каждого человека есть увлечение, хобби. У него было хобби собирать картины с женским образом в коллекции Михаила Федоровича Габышева. Рядом вот находится портрет Рене Декарта. Это очень известный математик. Помните, наверное, шкала, по-моему, есть Декарта. Вот он, это вот этот автор. Ну, вообще, тема вот сегодняшнего нашей встречи – это образ женщины в мировой живописи и поэзии. То есть каждый художник, каждый творец, скульптор, писатель, поэт во все времена и в разные эпохи он обращался к образу женщины. Художник рисует как бы через дымку. Это называется сфумато, эффект сфумато. Да? Ну, здесь это вот немецкая школа. Обратите внимание на этот замечательный женский портрет. Надо сказать, что Шарль Митуар Бенуа очень долгое время жил в России. И здесь, возможно, изображена не француженка, а именно русская дама. Кауфман была замечательнейшая немецкая художница XVIII века. Ее хоронили как величайшую художницу. Перед ее гробом несли ее последние картины. Она похоронена в одной из церквей священного гора. Вы увидите анатомические ошибки. Это отсутствие академического образования. Понимаете, как важно, даже в таком деле, если вы хорошо рисуете, надо получить академическое образование. Приходите в музей отдельно, чтобы послушать экскурсию. Быйыл Саха Республикатын хүйсыллах бүлөтен тахынан Саха улахан ученая, общественная, государственная деятеля, коллекционер, искусства араңатчылачта Михаил Федорович Габышев хүйс сүрбе хастах үбілөе. Михаил Габышев үбілөөгер анан Саха Республикатын оюлур жүхүннүр бусоя Габышев уик ден в гражданской патриотической наделение терьер. Михаил Федорович Габышев Сахарин агрономической, зоотехнической наукаларыгар хүдүйөңөлөк. Кини 1995 чөдүн хетте хыллардакка Саха АССР правительствотын көрдөһүтүнөн Сахаригер Москваттан келен арас улустарынан экспедициялан Саха хылгытын, хылгы сиротун вереппите. Ол үлеттен түмөгүнен Якутская лошадь, кормовые травы Якутии ден монографиялар болалар. Ол ихин бу билигин бихиге Саха атынан улханны кең туттабыт. Онна Михаил Федорович Габышев цыганнах. Ол тахынан Михаил Габышев ус уран искусства айымнеларын муньяхынынан зерттенеребит. Кини интерьергире ден аргаңы Европа 16-19 ветеге искусства айымнелара. Михаил Габышев үтүе багаханатын толорон аймактара 1906 хыллакка кини коллекциятын Сахаригер мусойка белехтәбиттере. Анмаңнайгы турору 1962 хыллакка болбута. Олата быйыл Михаил Федорович бәйтүне бүлөе эре болбаттак, кини коллекциятын бүлөе эмие болар. Сака сиринолохтоктора робочка алтон хыл ынра үттүгер, әлбәх кихи ан маңнайгынан олохторугар ан бастан аргаңы Европа арас художниктарын, скульптордарын, үлелерин бужиңнах, үлелери көрөннөр улаханнык астынан доохуян бу билигин 2000 хыллакка хас галерея 2 хыллагы реставрация кенне хыллыбыта. Ол ахыллыбытын кенне биха колобра
Огохиджан тыгынчы 1962 жыллакка Михаил Федорович коллекциятын көрбүт эбәләр, календар үчөй батыка ахтыларын кепсиретилер. Огохаспыт ахтыта Михаил Федорович коллекциятын который сельбехиктах тени менха астанан дохуян джибуттара. Нынешний год особый для нашей республики. Это, конечно же, год 120-летия Михаила Федоровича. Это год, который объявлен годом культурного наследия народов России. Это год столетия якутской автономии. И, вы знаете, вот так вот все совпало, что именно в этот год, благодаря нашему столетию автономии, мы смогли сделать такой замечательный ремонт в этом здании, в котором уже долгие годы располагалась галерея, но которая, конечно, очень нуждалась в таком обновлении. Эта площадка, я надеюсь, станет такой излюбленной для таких событий, мероприятий. Нам действительно не хватает таких мест, где мы могли бы проводить такие камерные, какие-то, может быть, какие-то элитарные такие встречи, вечера. И вот эта инициатива провести неделю, посвященную личности Михаила Федоровича, я думаю, очень хорошее начинание, оно обязательно должно продолжиться в будущем, поскольку Михаил Федорович действительно являлся большим патриотом, большим примером для всех нас. И сейчас, когда, вы знаете, во всем мире идет политика отмены российской культуры, мы, конечно же, не должны уподобляться, мы не должны отвечать этим же самым, да? То есть западное европейское искусство, оно всегда жило, всегда будет жить. Как можно вообще отменять искусство, отменять культуру? Мы должны сохранять здравомыслие, естественно, мы должны быть более разумными, наверное, да? И об этом говорил тоже глава нашего государства, он выступал на эту тему, говорил, как мы можем отменить украинскую культуру, как можно вообще отменить культуру, потому что искусство, настоящее искусство и культура, они всегда, конечно же, оставляют в вечности идеалы красоты, идеалы добра, идеалы счастья, идеалы жизни вообще человека. А все, что служит агрессии, фашизму, нацизму, это все уходит в забытие. И так было всегда, так будет дальше. И, конечно же, мы не можем отменить достояние мировых культур, мы не можем идти таким путем. Я очень рад, что вы сохранили вот это название Габышев УИК, ну пусть это будет УИК, пусть это будет на английском языке. Мы не отменяем языки, мы не отменяем культуру, и мы должны говорить действительно о том, что сохранится в будущем. И это делали наши тоже предки, делали те люди, которые стояли у истоков государственности, которые развивали изобразительное искусство, которые заложили начало для того, чтобы у нас появилось здесь, появился художественный музей, появилась галерея. Конечно же, это большое наследие, и мы очень благодарны всем, кто тоже принимает участие в этой работе по сохранению нашего наследия, по его обновлению его возможностей, базы наших учреждений. Мы очень благодарны, например, Министерству финансов, которое сейчас проводит работу по созданию благоустройства вокруг здания галереи. Здесь будет тоже сквер и фонтан, и также музей провел работу с тем, чтобы там появилась такая инсталляция. Да. Это, конечно же, очень интересно, это очень обогащает нашу с вами жизнь горожан. И, конечно же, таких возможностей нужно, чтобы было больше. Хочу вас всех, кстати, поздравить, поблагодарить организаторов, хочу пожелать успехов, пусть эта неделя действительно пройдет незабываемо, и пусть все участники этой недели, они получат действительно приобщение к великому, к вечному и к тому, что останется на долгие годы после нас.
Мы надеемся, что это его коллекция, она позволит открывать новые таланты в республике, приобщать как можно больше людей к искусству и даст толчок развития республики. Еще я хотела вам сказать, что я про своего прадедушку знаю из рассказов отца, потому что, к сожалению, мы с ним по времени, с моим прадедушкой, разминулись. И поэтому я бы хотела с вами одной такой небольшой жизненной историей просто поделиться про прадедушку, про отца и про его коллекцию. Дело в том, что последние годы мой прадедушка жил и работал в Минске, и в один из приездов в Москву он принял решение, что он возьмет отца к себе на воспитание, потому что дома его воспитывали мягко, а он хотел сделать, видимо, из отца настоящего новосибирского мужчину. И он его забрал к себе. Я задавала вопрос, а дома, может быть, сказали нет, не отдадим внука своего, вернее, сына, да? На что папа мне сказал, что слово про дедушки, оно было железобетонно дома, то есть его решение никто не обсуждал. И таким образом мой отец, он поехал в Минске, жил в квартире прадедушки, и с его слов вся квартира, она была как музей. Там картины были и в коридоре, и в кабинете, и даже в той комнате, где жил мой папа. И вот он рассказывает, что когда он вечером ложился спать, включался свет, и он фантазировал, потому что вокруг были картины, падал свет из окна, и он, как дети, да, придумывал какие-то сказки с героями картин. И на самом деле у него был один злобный герой в его сказках. Этот злобный герой, он с нами сегодня в зале, там в углу, это голова фавна, потому что мой папа говорит, он очень ее боялся, потому что ему казалось, что в темноте белый мрамор светится, свет, когда попадает на лицо фавна, что он гримасничает, и над ним немножко так издевается. Вот и такие, в общем, сказки, на таких сказках об искусстве воспитался мой папа, вот, и где-то я через его рассказы о прадедушке. Поэтому большое вам спасибо за приглашение, я очень рада, и я очень горжусь тем, что сделал мой прадедушка. Сүйсүрбәһылын туалар Михаил Федорович Габышев, экономическая наука доктора, профессор, тыхайстватын наука тыгар улахан суолу қаллар бүткеһи, кени үлелері білгенде бихеха туханыллахы жаллар, бихеги аспиранлар бытынан, научный үлехеттер битинен, тоетаха Михаил Федорович үлете бу сақа хылгытын тухунан суруйбут кинигете бихеха элбах исторической солталах. Бастакытынан туран боллағына Михаил Федорович үшігей интерехиней бағай гипотезалах. Сақа хылгыта бу сақалары гыта келбит болбатақ бұғылақ ден. Сақа хылгыта бу сақалар кәлияқтерінің нене өссе Мамонтовай фауна сағаныттан бар бұғылақ ден. Той тақыны қаннықтағыны күл 300-200 сылы егер әлбәқ ұлақан тұғы эволюцияны көйен барбат. Оны боллағына бұл Михаил Федорович Габышев етен тұрар. Оны боллағына кені бұл сақағыл ғытын кенігетігер академическай дық, оны чақчылақтық. Именно бұл тыхайствата қайдақ сайдан ерін, оны қайдақ сайдықтағын тұғынан үшөй батық сұрый бұд. Бұл сақағыл ғытын атын сылғылар кітті бұл құйбаққа бәйтін кітті селекциялан итеханады дейір. Ол позициятын білген бары селекционердер бары білелер, оны тұтуға атылар. Ол позициятын болыны амбастан Михаил Федорович этен турар. Якутские лошади выносливы и неприхотливы. Они способны до глубокой зимы держаться на подношенном корму. Отличные природные качества якутского коня можно еще улучшить. Известный якутский ученый профессор Габышев – частый и желанный гость в колхозах. Внимательно слушают коневоды и председатель колхоза товарищ Петров указания профессора. Михаил Федорович үлелері
научный үлелері интерегіне ден мен сана бар кені үлелері культураны күтті себәстәғын көрдірер. Бұты қайыстывыта аңардас производство болбатақ, ты қайыстывыта материальный культураға ме сығынна. Олеген Михаил Федорович Габышев бұл Сурьян қалылар бұт үлелерігер бейгі культура бұт қайдақ сайдықтағын тұхынан, қайдақ сайдыбытын тұхынан, қайдақ трансформациялымытын тұхынан олыс үшөйдік Сурьян тұрар. Будучи еще аспирантом, Михаил Габышев наряду с изучением научных дисциплин проявлял живой интерес к литературе и музыке. Но особенно он был неравнодушен к изобразительному искусству. Агротехнологический университет. Михаил Федорович Габышев үлелеріттен кен тұттабыт, онына ол үлелері бейгі білеген дағаны үйретебіт, онына тәңнен көребіт. Михаил Федорович почти четверть века собирал коллекцию западноевропейских мастеров. Собирал он это для сына Льва, который проявил как бы тягу к рисованию. И поскольку сам Михаил Федорович тоже хорошо рисовал, то он стал развивать эти способности у своего сына. Михаил Федорович считал, что старший сын Лев, ставший впоследствии известным якутским живописцем, должен и дома ощущать дыхание высокого искусства, впитывать в себя энергию, излучаемую полотнами старых мастеров. Габышев купил одну картину, другую, третью, четвертую и уже не мог остановиться. И он очень желал, чтобы эта коллекция была у него на родине. Мечтал о здании, куда будут приходить якутяне, как бы будущие поколения, которые будут, не выезжая из Якутии, знакомиться с шедеврами зарубежных мастеров. И это удивительно, что вот такой патриотизм. Коллекция поступила в 1962 году. Работала она в виде выставок, поскольку не было зданий. А затем, как постоянная экспозиция, музей западноевропейского искусства был открыт в 1970 году в январе. Вот. Ну и с тех пор здесь, на этом месте, в бывшем здании казначейства, памятника начала XX века, построенном в период 909-911 год, находится теперь вот эта наша галерея.